Неформальная встреча за чашкой чая в окружении прекрасных дам. Все они вносят свой вклад в развитие нашей республики, занимают активную гражданскую позицию. В этот праздничный день глава Ингушетии искренне поздравил собравшихся, да и всех женщин с 8 марта. Махмуд Али Калиматов отметил, что на протяжении веков ингушская женщина олицетворяет собой милосердие, любовь, красоту. Особенно руководитель республики отметил роль матери. Роман, хочу сказать, Мулахунов, в первую очередь, это мать твоих детей. Нанес. Это святое, это высшее звание и уважение к ней. Я рад вас видеть. Да, мяш могу шалчу. Да, дик мягко голчан, что это. Рядом с главой Ингушетии по левую руку герой труда Российской Федерации Марем Богатырева. Женщина, которая всю свою жизнь занимается сельским хозяйством и добилась в этом многого. Ее деятельность отмечена президентом страны. С 13 лет она работала дояркой, сегодня бабушка 27 внуков. На встрече обсуждают социально-экономическое развитие региона, планы, грядущие грандиозные преображения и даже проблемы. Основная из них – иммунизация детей. Глава Ингушетии призвал собравшихся акцентировать внимание на необходимость вакцинации детей от полиомиелита и других опасных инфекций. Махмуд Али Калиматов признался, что сам не пропускает ни одну прививку, что помогло ему без последствий и легко перенести коронавирус. Я очень легко перенес, относительно легко. Почему? Потому что мне вот этот главный врач, Юрий Иванович, он такой, ЦКБ, он сказал, когда узнал, что у меня прививки, вот благодаря, что у меня была прививка от гриппа, и вот это, то есть я легко перенес в этой части, уже все выступали, и врачи. Я говорю, молодо, хамхадет давай, а и здоровье, даял чабира, фудет давай. Фудет есть. Что мы будем делать потом-то? Я вот о чем говорю. Что исправить нельзя, вот это вот горечь у меня, что исправить нельзя будет потом. Дар делаешь, дар. Значит, придумываются всякие вещи, как будто мы там живем где-нибудь, я не знаю, в закрытом обществе. Представительницы прекрасной половины полностью разделяют мнение главы субъекта. Предлагают даже вести в школе урок здоровья на примере урока мужества. Эти и другие предложения будут детально изучены и рассмотрены. Председатель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Фатима Бархануева отметила, необходимо усилить работу с населением. Если мы достигли такого показателя в демографии, то есть большое количество детей рождается, теперь нужно положить все силы на то, чтобы сохранить здоровье этих детей, которых мы рожаем. Поэтому это государственная такая проблема, и, наверное, нам нужно всем вместе, каждая общественная организация, я думаю, должна к этому подключиться, независимо в каком направлении мы работаем. Еще один актуальный вопрос для региона – отсутствие специалистов. Так, предприятия региона, реанимированные по поручению главы Ингушетии, готовы представить более 3500 рабочих мест. На швейке нужно 500-700 человек, нет рабочих. 300 должны на обувной. Птицекомплекс. 3500 вакансий у нас сейчас. Минтруд, Минэкономика, значит, указание такое. Они берут потребность предприятий, специалистов. Понимаете? А Министерство образования и Бокова и Света Ибрагимовна, она берет специальность, с которой готовится и сопоставляет их. А остальных, совершенно правильно, остальных надо просто-напросто лицензию забрать и разогнать.
Махмуд Али Калиматов сравнивает Ингушетию с образом женщины. Ей нужна любовь, уход и поддержка. Новый импульс в развитии молодого региона дает привлечение в республику инвесторов. Благодаря договоренности и тесному сотрудничеству главы субъекта с известным меценатом с мировым именем Микаилом Гуцериевым Ингушетию ждут преображения. При его содействии в Магасе планируют открыть IT-комплекс и другие важные объекты. Я понял, что человек хочет помочь. Искренне хочет помочь. И он говорит, я помогу вам. А что нужно? Детский лагерь у нас. Джайрахи были, Ирзи? Были? Да. Футбол играли в бассейне. Так вот, я вам скажу, я последние 1,5 года курировал колонии и тюрьмы в Самарской области. Я когда туда зашел, не в обиду, увидев эти железные лестницы, кровати, черные двери, я как будто вот попал на зону. Зоноханес. И знаете, что самое страшное? Я зашел, и я думаю, на меня все смотрят, дети, наверное, упреком. Вот. А я вернулся, они счастливые. Бил без, удудыш, захозы, лоз бирж. То есть до чего надо дойти, чтобы этих детей в этом безобразии, вот этом таком месте, они еще счастливые. И поэтому, когда переговорил я с ним, вот там нужно, у нас нет денег. Да, я могу там выделить 1 миллион, 3 миллиона, а там надо около 400. Около 400. И он говорит, приехал, суцани, даже столовую, давал я столовую пошел, все посмотрел, проект делает, и он выделяет деньги, ремонт сделать. И он сказал, все, говорит, я его лучше сделаю в России. И он его сделает. И он готов это делать. Со мной это почему легко? Потому что мне ничего не нужно. Я правду вам говорю. Мы с ним, когда он мне сказал, говорит, вот ты будешь там, я говорю, я приду помогать. Все. Что в действительности, вот он сказал, все, больше нам ничего не нужно. Он поможет республике. Да он я считаю, что он в моей защите там чьей-то не нуждается. Это один из величайших людей России. Если просить Наха, вот кто его знает там в Москве, я же общаюсь там, и вы, наверное, знаете, его и как бизнесмена, и как он и поэт там, понимаете? И песни. Тахан, амбалифт. Я только вот сказал, да, вот в аэропорту. Каждого несли по этим, трапу. Представляете? Мог же вот. Я ему просто сказал, он раз его прислал, все у нас амбулист стоит, понимаете? Суть же света нет. Вот. И я с 31 числа по 4 занимался трансформатором. Вот здесь вот сидел и вот на телефонах. А потом нашли мы где-то там в Ростове, потом в Сибири. И куда мне звонит? 37 миллионов. Я говорю, Михаил Савальевич, я говорю, форс-мажор. Да. Если это летит старый, то Сунжский район вообще отключается свет. Он выделил 37 миллионов, проплатил их. Незамедлительно. Он лично отзвонился мне. Поставили его. Потом запустили, я туда выезжал. Там просто подключение по очереди идет. Там еще восточный есть какой-то, он 180 перегретый, но это под ведомством Россети. Мы занимаемся этим. Но новый-то привезли мы с нуля. Благодаря Гуцериеву. Айтишный комплекс будет построен. Свечка, напичкана десятками миллионов техникой. И мы туда будем набирать в Магасе мальчишек, девчонок и нанимать специалистов с других стран даже. И обучать их будем. И будем готовить здесь айтишников. Потому что заводы нам ставить негде уже, ерда своего. А вот у них же продукт очень дорогой,
И вот мы можем за 3, 4, 5 лет здесь сделать специалистов, которые будем просто сидеть здесь и клавиатуры продавать и получать прибыль. И он это сделал в Беларуси, где получают до 4 миллиардов долларов. Да, сейчас переговоры ведет с иностранными там специалистами, которые будут приезжать по месяцу, по 2, учить их. И полностью построив или арендовав, обставив это технологически. Планов по развитию региона у Махмуда Али Калиматова много, и все они с момента его вступления в должность поэтапно воплощаются в жизнь. Беседа главы и представительниц общественности длилась около 2 часов. В завершении они выразили особую благодарность матери, руководителю субъекта, за воспитание такого порядочного и достойного сына своего народа. У каждого в душе очень много, но каждая сегодня за этим столом в эйфории. И, конечно, главный символ весеннего праздника – цветы. Глава Ингушетии вручил женщинам букеты. В зале собрались одни из самых талантливых и успешных в своих профессиях женщины. Все они ценят оказываемое руководством региона внимание. Вы знаете, мы посидели как в кругу доброй, замечательной семьи. Много было сказано, много поздравлений, много пожеланий, много того, что достигла республика, какие планы. И я думаю, с большим воодушевлением все слушали, потому что все, что говорил глава, касается каждого из нас, нашего будущего, счастливого будущего, потому что за эти несколько лет мы сделали огромный шаг вперед. Заложен фундамент в производстве, в культуре, в образовании, в медицине, в социальной сфере. И я думаю, что это не на словах, а на деле будет исполнено и доведено до конца. Это очень приятно. И услышать добрые пожелания, определенные задачи, осветили кое-какие проблемы. И нас поздравили вот таким прекрасным весенним букетом. Искренне поздравляю всех женщин, матерей, уважаемых коллег республики с наступающим Международным женским днем 8 марта. Хочется надеяться, что весна 2023 года принесет в каждую российскую семью мир, радость, благополучие, счастье и прекрасного праздничного настроения. И Сегодня они покоряют всевозможные профессиональные вершины, активно занимаются общественной деятельностью и становятся блестящими специалистами своего дела. Махмуд Али Калиматов пожелал всем жительницам региона здоровья, семейного благополучия и реализации всех жизненных планов. Селимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.